Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что вы все пришли. Уважаемые партнеры корпорации «Новая эра», мы сегодня начинаем школу, продолжаем школу. Третья школа, цикл по продукции, основной нашей продукции. Первая школа проходила по сосне, бамбуку и защите печени. Мы узнали состав, из чего он состоит, почему у нас идут такие результаты. Вот очень много вопросов у людей, да, есть, почему я начинаю спать, или почему, наоборот, у меня прибавляется энергия. И вот на эти все вопросы должен человек отвечать сам и регулировать, сколько количеством пить и как помочь своему, ребенку, брату, сестре. Знаете уже сам, как работает продукт. Для этого создается школа. Но кто же нам очень хорошо может разъяснить и объяснить именно по продукции? Конечно, мы сами знаем, что медики обучаются именно, да, сколько времени вы, Ирина, учились? 5 лет учились, да, именно вот узкая специальность. Как делать лекарства, да, провизоры, да. Вот, поэтому Ирина Потапова у нас очень хорошую школу проводит. Сегодня у нас идет по продукции мака, ната, виноградные косточки и бамбуковый чай. Эта продукция пришла у нас новинка в 2017 году. И уже очень многие люди полюбили ее, прочувствовали, пропили ее, да. И я скажу, да, допустим, что по виноградным косточкам, да, очень хороший испытала я сама результат. По суставам я прочувствовала, когда мы ездили на Байкал, мы ехали на машине, буквально там 2 суток с лишним, больше 2 суток, да, и прочувствовала, что коленки начинали, как бы сказать, поднывать. Там с машины дует холодный ветер, да, ну, как бы, да, дует, и вот чувствуется, что коленки начинают ныть. И поэтому я начала пить виноградные капсулы, вот эти виноградные косточки, и все, уже я забыла, потому что весной как-то мы ездили с мужем на велосипеде, я, видать, там простудила их и так вот думала, вот теперь вот что такое суставы. Что очень интересно, я никогда не думала, что виноградных косточек, может быть, есть такая вот функция именно по суставам, выработка суставной жидкости, да. Сейчас мы дадим слово нашей Ирине, провизору, лидеру 9 степени, Потаповой Ирине, по продукции и по школе. Спасибо, добрый вечер. Мы начнем сразу. Первое наше, с чего мы начнем, это бамбуковый чай из бамбуковых листьев. Вот, на данном слайде вы видите состав. Это зеленый чай, лотос, порошок зеленого чая, кассия тора, бамбук и пальчатый цитрон. Сейчас мы все вот эти вот данные растения разберем, как они влияют на наш организм. Итак, зеленый чай. Ну, зеленый чай, наверное, пьют многие, полюбили, наверное, многие уже этот чай. Что же такое чай? Химический состав. Дубильные вещества, алкалоиды, аминокислоты, ферменты, витамины, макро- и микроэлементы. Но это только часть тех элементов, которые находятся в зеленом чае. Если же опять его разбирать полностью химический состав, это очень-очень большой список. Примерно такой же список, как у бамбука и сосновой пыльцы в этом пределе. Вот. Свойства зеленого чая. Самое главное свойство – это стимулирование.
стимулирующее действие, повышает иммунитет, антибактериальное, противовирусное, противогрибковое действие зеленого чая. Антиоксидант, самое мощное, онкопротекторный лист, то есть защита и профилактика онкологических заболеваний. Выводит вредное излучение из организма и тяжелые металлы. Так как 21 век мы не обходимся без современных технологий цифровых, компьютерных, в офисе постоянно большую часть времени проводим за компьютером, дома за компьютером, постоянно с телефоном. Телефон постоянно носим в карманах, в сумке, везде. То есть мы постоянно сталкиваемся с электромагнитным излучением. Электромагнитное излучение тоже негативно влияет на наш организм. И вещества, которые находятся в зеленом чае, способны выводить вот это вот излучение и токсины. Ну, тяжелые металлы. Тяжелые металлы, как у нас сказать, воздух разряженный у нас, пары от выхлопных газов, когда машины ездят, они зависают в воздухе. Мы же не закрываем нос, большинство, и мы задыхаем, вдыхаем тем самым грязный воздух, в котором находится большое количество тяжелых металлов. И также находятся неполные продукты распада сгорания бензина. То есть это у нас в организме накапливается. Также регулирует обмен веществ. Сахаропонижающее действие. Очень хорошо для похудения, улучшает состояние кожи, то есть эффект омолаживающей красоты. Природный антидепрессант. Улучшает работу головного мозга за счет того, что идет улучшение кровообращения головного мозга, насыщение питательными веществами, кислородом, и мозг начинает активно работать. Регулирует работу желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. В зеленом чае есть понятие такое, как растительные фитогормоны. Но это не такие вот, как человеческие гормоны. Это растительные, близко похожие. И они способствуют выработке человеческим гормонам у нас в организме. Ангиопротекторное действие. Ангиос – это сосуды, протектор – защита. То есть защита наших сосудов и капилляров. Холестериноснижающее действие. То есть снижает холестерин у нас в крови. Конечно же, у зеленого чая есть противопоказания небольшие, но эти противопоказания можно применять не более 1 чашки в день зеленого чая. Или же его брать 3-5 грамма и разводить на целый литр и пить в течение дня. Так вот можно. Ну, это в основном пожилой возраст, больные почки, глаукома, подагра, камни в почках и желчном пузыре, алкоголь, сердечный приступ, высокое давление и несвежий чай. Самое вот, хочу обратить внимание. Зеленый чай нельзя держать долго открытым, то есть заваренным. Он быстро окисляется кислородом воздуха, и появляются такие продукты окисления, которые будут оказывать негативный эффект на организм. Нужно как можно скорее выпить этот зеленый чай. Или же, когда вот чай завариваете, нужно заварку вытащить и высушить. Нельзя оставлять ее в самом растворе. Лотос. Следующий состав, который находится в нашем чае из бамбуковых листьев, это лотос. У лотоса, лотос уже давно применяется в Древнем Китае, уже с древних времен и по сей день применяется. Может, кто-то был в Китае, видел, наверное, плоды. Вот. Есть же эти овощные лавки, овощные фруктовые лавки, они продают еще плоды лотоса. Замечали, может быть, вот специально сделала такую фотографию. Она вот такая вот зеленая, и так много-много дырочек, как будто глазки выглядывают. Не замечали? Вот я когда в Китае была, замечала, вот они продают вот эти вот самые плоды, они их кушают. Смотрится, конечно, не очень приятно, как будто бы сейчас они все моргнут разом. А так очень красиво. Лотос, он самый симметричный цветок на природе.
природе. Если взять его, вот так вот поставить оси, рисовать, то они будут все лепесточки, они будут все симметричны. То есть цветок гармонии считается лотос. Химический состав. Флавоноиды, алкалоиды, дубильные вещества. Из витаминов самое большое количество витамина С. Макро- и микроэлементы. Из макро- и микроэлементов большое содержание натрия, кальция, магния и фосфора. Большое содержание белка, как ни странно. Так, онкопротектор, это не туда залезла. Свойства его, опять же, онкопротектора здесь, то есть профилактика онкологических заболеваний, повышение иммунитета. Потому что так как содержится большое количество витамина С, то он оказывает еще и защиту противовирусную. Тонизирующее действие, мочегонное действие, замедление старения, улучшение сна, антитоксическое действие тоже очень хорошее, очень хорошо вводит тяжелые металлы. Улучшение обмена веществ, такие как белковый обмен и углеводный обмен. И также лотос является еще антиоксидантом. Вот. Следующий ингредиент – это кассия-тора, называется. Кассия-тора – семейство бобовых, чем-то вот напоминает наше растение. Но она произрастает только в Восточной Азии, вот по побережью как раз вот Тихого океана, Желтого моря. Содержит, как и все бобовые, антрогликозиды, макро- и микроэлементы. Самые главные в большом количестве из них – это кальций, медь, цинк и селен. Селен способны накапливать не все растительные препараты, не все растения. Также содержится белок, витамин. Из витаминов большое количество витамина А, флавоноиды и дубильные вещества. Для чего она применяется? Это профилактика и лечение офтальмологических заболеваний. За счет того, что она улучшает питание сетчатки глаза. Вот. Снижает аппетит, мягкое слабительное действие, очищение и защита печени, почек, опять же, выводит токсины из организма и снижение холестерина. Но в основном в Китае применяется кассия-тора по одному только показанию. Это лечение, профилактика офтальмологических заболеваний, такие как глаукома, катаракта и вот все, что связано с ухудшением питания сетчатки глаза. Вот так вот выглядят листья бамбука. Раз вот мы к ним подошли. Химический состав: флавоноиды, вот диоксид кремния, про который я говорила, кремниевая кислота, витамины очень много, макро- и микроэлементы, органические кислоты и аминокислоты. Очень большой состав. Это самые главные вещества, которые химически содержатся. На самом деле их очень-очень много. Свойства бамбука – это защита от свободных радикалов, антиоксидантное действие, опять же, предотвращение развития рака, то есть профилактика, предотвращает кардио, цереброваскулярные заболевания, то есть все сердечно-сосудистые заболевания. Расширяет капиллярные сосуды, улучшает память и сон. Улучшение памяти идет за счет того, что, опять же, наш мозг начинает питаться. Поступает кровь, обогащенная кислородом, питательными веществами. Улучшает текстуру кожи за счет того, что содержится большое количество кремниевой кислоты, которая сродни с нашим коллагеном кожи. Замедление старения, защита печени, улучшение мозговой деятельности, то, что я говорила, регулирование уровня липидов в крови, то есть снижает уровень холестерина у нас в крови. Вот такое вот довольно-таки интересное растение. Это пальчатый цитрон или рука Будды называется. Это из семейства цитрусовых тоже,
Такое вот красивое растение, да? Необычное. Химический состав – это органические кислоты, из витаминов большое количество витамина С, макро- и микроэлементы, эфирные масла, фитонциды. Оказывают общеукрепляющее действие, противовоспалительное действие, противовирусное действие обязательно, антидепрессант, тоже природный, бактерицидное действие. И также еще оказывают противогрибковое действие за счет того, что находится большое количество фитонцидов. Лечение и профилактика кожных заболеваний и ЖКТ-заболеваний, желудочно-кишечных заболеваний. Оказывает также отхаркивающее действие, муколитическое, улучшает аппетит. Вот это вот наш чай из бамбуковых листьев. То есть можно прийти к одному общему знаменателю, так сказать, для чего бамбуковый чай. Чай из бамбуковых листьев. Но самое главное, это его свойство, это антиоксидантное действие. Во-вторых, это профилактика онкологических заболеваний. В-третьих, это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. То есть очень хорошо укрепляет сосуды, капилляры наши. В-четвертых, это защита печени и почек. И самое главное, это снижение холестерина в крови, и что способствует еще профилактике атеросклероза. Также еще бамбуковый чай показан при похудении. То есть он снижает вес, способствует снижению веса. Ну и вы как заметили, что многие растения, которые там содержатся, оказывают противовирусное, противогрибковое, антимикробное действие. То есть его можно спокойно применять в процессе, когда вы заболеваете. Противовирусные качества или антибактериальные. Но также бамбук оказывает еще легкое такое жаропонижающее действие сам по себе. Следующий наш продукт – это капсулы из виноградных косточек с витамином С. Такие вот представленные капсулы коричневого цвета, приятные такие, с таким приятным вкусом. Состав – это соевое масло, экстракт из виноградных косточек, витамин Е и пчелиный воск. Для чего же пчелиный воск? Пчелиный воск нужен для того, чтобы была образована капсула. Начнем мы с соевого масла. Ну, вот так вот выглядит соя. Такие вот бобы, стручочки такие. Состав нашей сои – это богато витамином Е, витамин С, макро- и микроэлементы, очень хороший состав. Это кальций, натрий, магний, марганец, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, лецитин, белок и белок. Вот. Какое же свойство оказывает соевый порошок? Это антиоксидантное действие. Опять же, онкопротекторная профилактика и защита онкологических заболеваний, которые сейчас являются, ну, наверное, уже вторым на месте по смертности по всему миру. Комедогенное действие и ангиопротекторное действие. Ангиопротекторное, то, что я говорила, защита наших сосудов и капилляров. Дальше, вот, виноградная косточка. Виноград. Химический состав. Ну, всем известно, что виноградные косточки – это большой источник витамина Е. Также есть витамин С, флавоноиды большое количество, макро- и микроэлементы, дубильные вещества. Даже если вот
эти дубильные вещества можно даже почувствовать, когда вы раскусите виноградную косточку, такой вяжущий вкус. Это вот за счет того, что содержится большое количество дубильных веществ. Какие же свойства? Это антиоксидантное действие за счет того, что находится витамин Е, витамин С. Онкопротекторное действие, опять же. Антидепрессантное действие, природный антидепрессант. Замедление старения, очищение от токсинов и тяжелых металлов, улучшение состояния кожи. Сейчас вернусь на этот вот слайд. За счет чего идет антиоксидантное действие? Понятно, витамин Е, витамин С. Онкопротекторное действие за счет того, что находится большое количество флавоноидов, которые вот защищают наши клетки, улучшают структуру наших сосудов. Вот, собственно, сам витамин Е, химическая формула такая вот, формулы не прочтешь, да? Не сломаешь язык. Вот. Открытие витамина Е пришло еще в далеком 1922 году Гербертом Эвансоном. А только в 1031 году, то есть уже считайте, через 10 лет только удалось ученым Матилом и Олкоттом описать только его антиоксидантное действие. Только спустя 10 лет после того, как его получили, выработали. А в 1938 году его удалось синтезировать и начать медицинское применение. То есть фактически через 16 лет только научились люди синтезировать химически наш витамин Е, который продается у нас в аптеках до сих пор. С тех времен ничего и не поменялось. В настоящее время широко изучены антиоксидантные свойства токоферола, потому что везде в любой рекламе слышите, что витамин Е, антиоксидант, антиоксидант. Так, что тут? Витамин Е. Чем отличается синтетический и природный витамин Е? Синтетический витамин Е, он представлен только одним видом – альфа-токоферол. В природном виде он существует в 3 видах. То есть эти 3 вида полностью будут усваиваться нашим организмом. В то время, когда природный витамин Е, он будет поступать в наш организм за счет других ферментов, которые там находятся, будет в организм, то есть в природном виде, он поступает в виде провитамина Е. За счет наших ферментов, которые находятся у нас в организме, он будет превращаться в витамин Е. То есть вот такой вот сложный химический процесс. Так, дальше. Витамин Е нейтрализует свободные радикалы в жидкостях и средах организма и активно защищает наши мембраны клеток. Вот. Выявлено влияние витамина Е на эластичность мембраны наших кровяных телец, таких как эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, что позволяет эритроцитам беспрепятственно проходить в самые маленькие наши сосуды. У нас же много маленьких капилляров, которые проходят через кожу. Иногда они бывают, что слишком узкие, и эритроцит слишком большой, они забиваются. И бывает, появляются такие вот неприятные фиолетовые сеточки, что препятствует образованию их применения витамина Е. Позволяет не только обеспечивать эффективную функцию эритроцитов по транспорту кислорода и углекислого газа, но и служит профилактикой различных тромбических осложнений, тромбозы, сосудов конечных, инсульты и инфаркты. То есть у нас же по всему организму находятся сосуды. Маленькие забиваются, еще больше расширяются, еще больше. И получается такой вот некрозированный участок. Чтобы этого избежать, нужно применять вот разжижающее. Если вот дело доходит до самого серьезного заболевания, то применяются очень сильно разжижающие средства, которые очень губят нашу печень, селезенку, почки. Самые наши жизненно необходимые органы. Но этого можно избежать, если
правильно проводить профилактику. Вот. 90% витамина Е концентрируется в жировой ткани, потому что витамин Е, как я говорила в прошлый раз, он жирорастворимый. Любители диет низкокалорийных, которые избегают всяческие употребления жиров, они лишают себя накопления этого витамина Е у себя в организме. Даже вот сейчас модно стало эти жиросжигающие фитнесы, вот эти вот всякие термобелье, то есть они сжигают подкожный жир. То есть они уже заведомо себя лишают того, чтобы уже начали нормально функционировала эндокринная система, потому что жировая ткань играет такую роль у нас в организме, как бы это ни странно ни звучало, в формировании, образовании гормонов, женских гормонов, которые влияют на репродукцию. То есть в будущем, которые, вот, так сказать, наши фитоняшки, которые сушатся, именно сжигают жир, они вот лишают себя, так сказать, в дальнейшем иметь детей. Ну, сейчас же стало как очень много женщин уже в таком репродуктивном возрасте не могут забеременеть. А почему? А ответ кроется в том, что они сидели на диетах, всячески возможно, не давали то количество полезных веществ, которые нужны. Так, вот то, что говорила. Альфа-токоферол постепенно превращается в гамма-токоферол, и это нужно уйти 2 года. Вот. Для чего применяют витамин Е? Во-первых, это недоношенные дети применяются, а люди с различными нарушениями пищеварения, люди с плохим рационом питания, вот эти вот диеты, голодания всякие, обезжиренные, люди, ведущие активный образ жизни, у которых очень большой, высокий обмен веществ. Это в основном люди спортсмены, которые постоянно должны восполнять тот комплекс питательных веществ, которые они потратили. И люди в возрасте до 12 лет, у которых идет активный рост, высокие потребности в питательных веществах. Как раз в этом периоде начинает уже формироваться наша гормональная система. То есть нужно обратить внимание вот именно до 12-14 лет у детей, чтобы они получали все необходимые питательные вещества, чтобы в дальнейшем, когда они уже будут в более взрослом периоде, чтобы не сталкивались с такими серьезными проблемами, как бесплодие, как пониженный иммунитет, проблемы с печенью, проблемы гормональные тоже бывают, ожирение тоже. Вот чтобы такого не было. Нужно обращать внимание. Пока вот на этом все. Сейчас я остановлюсь на этом слайде лучше. Что это? Вот. Чем полезна вот наша продукция? Мы прошли курс чая из бамбуковых листьев и виноградная косточка. Капсулы из виноградных косточек. Они оба оказывают антиоксидантное действие. То, что еще второе свойство, это онкопротекторы, то есть профилактика онкологических заболеваний. Самое главное. Ну и в-третьих, это улучшение нашего состояния кожи, омоложение, очищение нашей кожи, вывод токсинов, которых в нашем мире в сегодняшнем 21 веке очень-очень много накапливается. Во-первых, некачественное питье, то есть некачественная вода, не отвечает тем нормам, которые они должны, особенно у нас, когда во время паводка начинается. Да? Даже можно сейчас заметить, что слишком очень хлорированная вода, не очень приятная. Потом состояние воздуха тоже очень печально. У нас может быть еще ничего, состояние воздуха, в отличие от того, где находятся шахты или угольные
котельные, эти заводы, фабрики, где идет мощный выброс вот этих вот токсинов. У нас может быть еще даже ничего по сравнению с ними. Но все равно у нас слишком разряженный воздух зимой, и вот эти вот все капельки, которые выхлопные трубы от машин идут, они зависают в воздухе. И мы с открытым носом, с открытым ртом идем и вдыхаем вот эти вот все пары. Видите, они у нас оседают у нас в организме. Лучше маски, шарфы дотянуть до глаз и ходить. Вот. Следующий продукт – это у нас таблетки мака. Мака перуанская. Так, мака перуанская. В составе нее большое количество углеводов, от 60 до 75%. Фактически его сравнивают наравне с пшеницей и рисом по содержанию углеводов. На втором месте там содержится белок, всего 15%, жира всего немножко, очень много. В прошлый раз мы разбирали, какие виды бывают клетчатки. Бывает водорастворимые, бывает не водорастворимые, и какие функции они оказывают. Макроэлементы, очень много кальция, йод содержится, железо содержится, цинк и магний. То есть все элементы, которые улучшают, повышают наш иммунитет, стимулируют выработки наших эритроцитов, кровяных телец. Жирные кислоты, 19 аминокислот. Вот мы вот разбирали вот сосновую пыльцу, тоже про аминокислоты. Мак-амиды, это так называется, амиды жирных кислот мака, и алкалоидов, очень много алкалоидов. Перуанская мака заслуживает такое место, как называется природный афродизиак. Произрастает мака только мак-амиды. Произрастает только эндемически, можно сказать, эндемик является, и произрастает только в Перу, на высокогорье. Природное место, где она растет, сколько там было? 3,5-3,800 метров над уровнем моря. Да. Вот. Только вот на высокогорье. Что же делает мака? Вот то, что я говорила, является природным афродизиаком, улучшает гормональный обмен как и мужского организма, так и женского. Так, также оказывает действие при олигоспермии, то есть когда неподвижные сперматозоиды, когда их мало, то есть повышает количество и подвижность сперматозоидов. Противоопухолевое действие. Также антидепрессантное действие, уменьшает тревогу, увеличивает сексуальное желание и влияние на потенцию. Да. Даже если прогуглить в интернете, все в основном мужчины ищут эту перуанскую маку. Да. Ну, замена, скажем так, синтетической виагры. Так. Улучшает синдром хронической усталости. Синдром хронической усталости – это заболевание, называется 21 века. Так как люди постоянно ведут сидячий образ жизни, малоподвижный, кровь застаивается, не движется. Поэтому кровь не движется, не происходит нужный процесс газообмена питательными веществами, и человек как бы немножко впадает в такое состояние как бы сна. Немножко такого заторможенность происходит, усталость, вялость, апатия, ничего не хочется, снижение аппетита. Это вот и называется синдром хронической усталости. Вот перуанская мака растет в Китае, Шангрила, перуанская мака.
Так, улучшает состояние памяти и стимулирует иммунитет. Это вот все делает перуанская мака. Таблетки мака. Нужно применять всего по 5 таблеток 1 раз в день. За раз. Можно за раз, можно поделить. Ну, если суточная доза это во время приема пищи. Если же нету каких-то особых противопоказаний, можно делать как профилактическую дозу. Но если есть заболевания, например, по мужской части, по женской части, да, мочеполовой системы, репродуктивной системы, гормонального фона, да, состояние кожи, то можно увеличить лечебную дозу, но по рекомендации врача тоже, по консультации. То есть таблетки нужно принимать? Можно. Можно. Если гормоны назначили, Можно применить. Вот. Хотелось еще тут пройти по этим вот вспомогательным веществам, которые находятся. Вот мальтодекстрин кукурузный мы в прошлый раз разбирали, для чего он находится. Он не аллергичный, в отличие от того, что мальтодекстрин пшеничный. Он пшеничный, он вызывает больше аллергии, и он не усваивается у большинства людей, которые имеют глютеновую непереносимость. А тут кукурузный, то есть он легко усваивается. И он, мальтодекстрин кукурузный, здесь в данной таблетке имеет форму свойства носителя. То есть он скрепляет данный порошок, доносит его до наших клеточек, до наших клеток. Полиэтиленгликоль и стеарат магния нужны для того, чтобы, ну, механически, конечно, не показать это аппарат. Есть такой вот аппарат, вот так покажем, пуансон, верхний и нижний. Нижний, когда идет, сверху засыпается порошок, то есть чтобы формировалась будущая таблетка. Сверху верхний пуансон его сдавливает и проталкивает, потом выходит и выходит таблетка. Чтобы таблетка не приклеивалась сюда, к нижнему и верхнему пуансону, используют стеараты и полиэтиленный гликоль, чтобы она была гладкая, чтобы она не приклеилась. Вот, ну, примерно, как, грубо говоря, как когда мы готовим, жарим, чтобы не приклеивалось к сковородке, мы смазываем маслом. Тот же самый эффект. Ну, это грубо говоря, конечно. Вот. Ну, бывают такие вопросы. Вот. Так что возьмите себе на заметку. Спрашивайте. На заметку возьмите. Вот это вот наша мака перуанская. Следующий наш очень такой мощный, самый сильный продукт. На самом деле вот это вот линейка косточки, капсула из виноградных косточек, перуанская мака и ната – это самые мощные препараты для нашего организма. Сейчас вот дальше разберем, почему они самые мощные. Давайте сначала разберем ната. Ната – состав изомальтоза, крахмал, лактоза, порошок бобов, порошок винограда, порошок боярышника. Ничего не забыла? Порошок граната. Вот. То, что вот кто-то меня вот недавно спросил, почему, говорит, порошок, почему таблетки из бобов ната называется, а на первом месте находится изомальтоза. Объясняю. Изомальтоза – это матрица, то есть основное вещество, на которое прикрепляются вот эти вот все остальные порошки. Порошок граната, порошок боярышника, вот это вот, чтобы вот это вот все держалось и донеслось до нашего организма, до наших клеточек в неизменном виде. Это нужна изомальтоза. То есть это самое главное, на чем держится. Поэтому она на самом первом месте находится. Как магнит, да. Даже тут записано, да.
И поэтому, чтобы из-за мальтоза еще нужно, чтобы таблетка держала форму. То есть она очень хорошо прессуется и держит форму, чтобы таблетка не распадалась. Так, дальше. Порошок боярышника начинаем. Порошок боярышника. Ну, в Китае, в древнем и вообще в фитотерапии сложилась такая вот ситуация, что на что похож растение, то оно и лечит. Допустим, грецкий орех похож на головной мозг, то есть будет помогать головному мозгу. Лист лотоса, ну, листья лотоса бывают разные, от вида зависит. Бывают в виде сердца как бы такие, бывают круглые, бывают немножко овальные листья. Это тоже от вида лотоса зависит. То есть считается, что если похож на сердце лист, будет помогать на сердце. Если немножко такой продолговатый, будет помогать печени. То есть вот такое вот поверье сложилось, да. Гранат, косточки, они такие мелкие, такие маленькие, красные, вот это вот плод. То есть он будет помогать кровь синтезировать, эритроциты, да. Боярышник, он тоже похож на эритроцит. Вы когда-нибудь видели плод боярышника, ягодки? Красные и немножко такие вот выпуклости такие внутри есть. Прям похожи на эритроциты. Эритроциты тоже такие, вот такие двояко выпуклые. Вот. И не зря сложилось такое поверье, потому что действительно боярышник оказывает влияние на нашу сердечно-сосудистую систему. Самое главное свойство у боярышника это на самом первом месте стоит. Ну, чем же богат боярышник? Это органические кислоты. Очень много органических кислот. Каротиноиды, потому что он красного цвета. Углеводов много, очень много сахаров. Эфирные масла, жирные масла, потому что из плодов боярышника делают тоже жирные масла, жирные масла. И дубильные вещества тоже очень много. Ну, свойства я говорила, то, что вот стимулирует, самое главное, сердечно-сосудистую работу нашего организма. Защита наших сосудов. Так, увеличивает возбудимость сердечной мышцы. То есть помогает работать нашему сердцу, помогает сокращаться наши сердечные мышцы, заставляет работать сердце. Если хорошо работает сердце, хорошо работает наша кровь. То есть она гоняет по всему организму. Улучшение эластичности капилляров наших сосудов. Снижает артериальное давление, самое главное. Желчегонное, мочегонное действие. При атеросклерозах очень хорошо применять. Ангионеврозы. То есть ангио – это сосуды, неврозы, спазмы такие вот. Бессонница улучшает сон. При гипертиреозах очень хорошо применять плоды боярышника. Но есть у боярышника, конечно, противопоказания. Это когда есть острая сердечная недостаточность или перенесенный свежий инфаркт. Можно применять боярышник после перенесенного инфаркта где-то только через полгода-год. Но уже по состоянию здоровья нужно смотреть человека. И под наблюдением врача. Порошок граната, то, что говорила, гранат тоже похож на вот маленькие эритроциты. То есть он тоже будет оказывать действие на нашу сердечно-сосудистую систему. Будет помогать выработке кровяных телец, таких как эритроциты, тромбоциты. Самое главное свойство граната – это выработка тромбоцитов. А тромбоциты влияют у нас на образование протромбина, то есть способствуют свертываемости крови. Ну вот человек порезался, чтобы образовалась вот эта вот та самая корочка у нас на порезе. Вот в этом процессе участвует и протромбин, тромбоциты. То есть тромбоциты забивают наши капилляры и образуется такая корочка. Да,
Ну, в принципе, так и называется. Тромбоциты. Ну, раньше так и называли. Так, следующее. Это порошок бобов, соевых бобов. Так как это соевые бобы, то на первом месте большое содержание белков. Очень большое количество белков, жиров и триглицеридов. Ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, витамин А, витамин В1 и фолиевая кислота. Фолиевая кислота способствует тоже выработке наших эритроцитов, способствует. Фолиевую кислоту назначают еще беременным женщинам в период беременности, где-то в первый триместр, когда вот начинает формироваться плод и начинает формироваться его кровеносная система. И чтобы не происходило сбоев в дальнейшем, назначают беременным вот, витамин Е и витамин фолиевая кислота. Также содержатся углеводы, изофлавоны. Самое, что примечательное, здесь же находится не сам порошок соевых бобов, а их гидролизат. То есть эти бобы взяли, сбродили. Получилась вот такая вот нечто похожее на слизь. И вот эта вот слизь самая лечебная, что имеется у соевых бобов. То есть там находится белок. На самом деле белок бобов очень сложно переварить нашему человеческому организму. И чтобы он был легко усваиваемый, его сферментировали, то есть разрушили. И также еще разрушились углеводы и белки до маленьких частиц. И организм это легко усваивает. В отличие от того, что если он будет потреблять в целом виде. Изофлавоны, которые содержатся в соевых бобах, не переносят термическую обработку. Они разрушаются. Потому что если их готовить, варить, то большая часть изофлавонов, которая так нужна для сосудов, потеряна. Поэтому их едят холодными и сбраживают в этом состоянии. Так, макро- и микроэлементы. Большое количество калия, фосфора, кальция, магния и кремния содержится в порошке из соевых бобов. Свойства – это профилактика атеросклероза, уменьшение и профилактика ишемической болезни сердца, защита наших всех сосудов. Также оказывает комплексное лечение при сахарном диабете, способствует снижению сахара в крови у нас, способствует тому, чтобы глюкоза полностью распалась и усвоилась у нас в организме. Также применяется при ожирении, при артритах и артрозах. А также еще применяется при аллергических заболеваниях, при различных аллергических заболеваниях. Так, это был порошок из соевых бобов. Порошок винограда. Ну, виноград мы разбирали. Антиоксидантное, антипротекторное, антидепрессантное действие, замедление старения. Если, ну, это только краткая информация, на самом же деле витамин Е оказывает очень большое влияние на нас в организме. Если брать все процессы, которые происходят у нас в организме, то трудно отыскать то место, те процессы, в которых не принимает витамин Е у нас. Дальше. Что-то еще. Вот. Компоненты, которые находятся, то, что я говорила, вот изомальтоза, лактоза, это все нужно, чтобы была сформирована таблетка. Лактоза нужна для того, чтобы была сыпучая таблетируемая масса. Чтобы масса таблеточная не упала одним комком, а была равномерно все распределено. Вот. Что еще было? Все. Поэтому было все.
Также тут же есть стеарат, то, что я говорила, который оказывает вот скользящее вот действие таблетки. Его используют, применяют его в очень-очень маленьком количестве, где-то 0,005 грамм процентов от общей таблеточной массы. То есть его очень-очень мало. Сколько таблеток? Таблеток в день, ну, опять же, все зависит. Ну, если есть, есть профилактическая доза, есть лечебная доза. Профилактики может до 4 таблеток, но если есть что-то, какие-то заболевания, можно побольше. Это до или после? Это во время. Все во время еды. Виноградную косточку тоже, да? По одной таблетке. По одной таблетке. Получается, они все По во одной время таблетке еды, в день. да? Они все во время еды, получается, Да. применяются, да? Что хочу сказать по применению капсул из виноградных косточек. Нужно по одной капсуле в день. Потому что мощное содержание витамина Е. По одной капсуле. А я 2 килограмма. По одной капсуле. Чем больше, тем лучше. Это проглатывать или? Это проглатывает. А если мне нравится, сказали, Это тоже плохо. Ну, избыток продуктов. Но по одной таблетке это профилактическая доза жира. Я как постоянно говорю, что организм у человека у всех разный. Нету 2 идентичных человека. Кому-то одной таблетки много, кому-то и одной мало, и 10 мало таблеток. Тут тоже нужно чувствовать свой организм, понимать его. То есть каждую клеточку нужно учиться чувствовать. Как это сделать? Время покажет. Время покажет. Ну, это будет опять... Чувствую самочувствие. По самочувствию. Посидите вот так на минут 15 так, в тишине и подумайте, вот, как себя чувствуете, как вы себя раньше ощущали, а сейчас как. И вы поймете, что уже состояние лучше у вас, что уже все хорошо, уже нормализуется у вас, там, сон нормализовался, стул, аппетит, сон. И вы поймете, что уже... Нравится в себе. Да, Нравится. и уже начинаете понимать, что да, и вы уже сами себя любите, уже появляются уже собственные эндорфины, все эти... Можно вопрос? Вот я была вчера у врача эндокринолога, заведующая нашим микробиологическим центром, да? Вот я ей просто подошла, показала, говорю, как вот я начала принимать маки, но потом перестала как-то, ну тогда Светлана Николаевна посоветовала, пока не принимать. Вот. Я к ней подошла, она говорит, покажите мне какой состав. Ну, я слышала, говорит, она говорит, покажите мне состав. Я открыла, показываю ей. Она говорит, но я ничего против не имею, да? Ну, адекватный человек. Но она говорит, например, алкалоиды. А какие именно? Их много. Она говорит, например, стерины, потом эти аминокислоты. Скажите, какие? Все размыто, все вот обобщенное просто. Чтобы она говорит, я что-то понимала. Ну, как врач, надо вам это или нет? А мне-то хочется услышать, как от врача, как от специалиста, это же мое здоровье, правильно? Ну да. Ну, конечно, это нужно разбирать полностью вот этот вот химический состав, какие содержатся алкалоиды. Ну, мы не знаем, да? У нас нет такой информации, да? Ну, Виноградные косточки пока нет. Ну, виноградные косточки. По маке, да. По маке. Мия матки. Это мия матки купила, да, купила месяц. Я 3 дня пила потом. А что вы понимаете? А поскольку вы пили? Это у меня совсем Да. самочувствие. А виноградные косточки с удовольствием. Мне надо было знать. Спасибо большое за школу. Да, мы в прямом эфире, мы в записи. Нас смотрит очень много партнеров, и это очень радует нас. Другие также города. Конечно, эта продукция кому-то подходит, кому-то нет, поэтому надо знать, чувствовать себя. Но
Я вообще на самом деле слышу только положительные отзывы о нашей продукции. Почему? Потому что макка на самом деле в Китае очень популярна. Она очень реально популярна. Очень много даже подделок макки. И поэтому, когда приехали к нам Сабрина, она нас учила, что белая макка, она и есть самая дорогая. Она на вес золота. И вот это именно макка, она белая. Да? И здесь получается, если женщина будет кушать ежедневно вот эту макку, то в течение 2 месяцев она себя не узнает в зеркале, потому что произойдут очень хорошие изменения, гормональные изменения, она похорошеет, да, и визуально даже может увидеть себя, да, свои результаты. Мочеполовая система, очень хороший у нас результат по макке какой. Девочка, значит, да, подростковый период, очень тяжелый у нее месячный цикл. Это получается за 1 день 1 упаковка ночных, значит, да, прокладок проходит. Это же очень тяжело. Это, представляете, какая анемия? Это анемия у женщины, ребенок каждый день использует ночную, сколько там, 10 штук. Представляете, сколько крови теряет ребенок? Кровотечение же, это страшно. Съездила в медцентр, сколько они ездили, да, они сказали, ничего страшного, все изменится, все еще, значит, она еще подростковый период, подождите, гормональный сбой. Год прошел, 2. Значит, она еще раз приехала в медцентр, сказали, ну ладно, мы вам будем ставить гормоны, очень дорогие, тяжелые гормоны, ребенку поставили. 3 месяца она проходила, все думает, хорошо, все восстановилось, и опять у них все пошло, такая же история. Она пришла сюда, приобрела макка, потому что она сама партнер Чурапчи, очень хорошо кушает продукцию, у нее самой лично много результатов, да, и она вот ждала эту макку на самом деле, да, и вот после того, как она дала дочке вот эту макку, на 10-й день пришло вовремя, именно в срок, и она говорит, что я наконец-то просто счастлива, что все нормализовалось, и громко говорить как бы не хочу, но действительно такой результат есть. Поэтому по щитовидной железе даже благодаря сосновой пыльце идут результаты. Что говорить о макках? Да, мочеполовая женская система. Ну, пробуйте понемножку, по одной штучке, увеличивайте, да. Конечно, очень хороший на самом деле препарат. В Китае его больше всего выделяют. Почему-то, не знаю, на российском рынке услышали, что слово она, ну, как улучшает мужскую потенцию, да? И все женщины как-то засмущались, может быть, да, и подумали, что только не для нас, да. А на самом деле женская красота, она внизу, в любом случае, да. Если у нас здесь все хорошо, значит и у нас на лице все хорошо. Также идет виноградные косточки, да. Получается, представьте себе, в одной капсуле 2,5 килограмма выжимки виноградных косточек. Насколько ее много, насколько она такая вот масло, да, это. Насколько действительно очень полезная, и главное, глаза, да, зрение, кожа, да. Как хорошо нам презентовала, сделала промоушен по виноградным косточкам Наталья Барышева. Как она рассказала? Я ношу с собой в сумочке, и так вот случайно вытащила, и говорит, а подружка спрашивает, а что это у тебя в сумке? Как это? Это же виноградные косточки. Она говорит, да, что это? Она говорит, как ты не знаешь, что такое виноградные косточки? Это же мощнейший антиоксидант. Это моя красота. Ну, тебе обязательно надо попробовать виноградные косточки, да? Ну, вот это наша ведь тоже кожа, антиоксидант. Ну, вот слово антиоксидант мы давно уже слышим, но очень многие не понимают, может быть, по-простому, что это такое антиоксидант. Вот, Ира, как бы просто в 2 словах объясните, что такое антиоксидант. Потому что мы изо дня в день объясняем, но все равно люди есть, которые не понимают, что такое антиоксидант. Но в 2 словах вы нам объясните, потому что вы в записи, и это будет очень полезная информация. Антиоксидант. Ну, во-первых, разберем, что такое слово антиоксидант. Анти – против, оксидант – окисление. То есть против окисления у нас в организме. У нас все равно в организме происходит процесс окисления. Рано или поздно, всегда происходит. И чтобы избежать вот этих вот побочных продуктов, которые образуются, на помощь нам приходят наши вещества, антиоксиданты их называют, то есть, которые препятствуют вот этому вот образованию промежуточных продуктов распада. Также у нас в организме присутствуют свободные радикалы.
То есть вещества, которые бегают с отрицательным зарядом и ищут у кого бы, чтобы украсть, чтобы мне было хорошо. Клеточки разрушают их. Свободные радикалы образуются у нас, опять говорю, от плохой воды. Очень много там веществ, которые отбирают вот эти вот электроны. Если люди дышат слишком много озоном, слишком много, и если, быстро хотела сказать, фраза потерялась, и если вот, тоже вот нарушенный обмен веществ. Вот антиоксидант, да, хорошо. Это окисление получается, просто ржавчина. Когда металл начинает ржаветь, да, окисляется. У нас более 60 заболеваний, которые передаются по наследству через ДНК, да. И вот после 25 лет наш организм, конечно, начинает вот эти все заболевания говорить здравствуйте. Да? И когда вот для этого нам нужны именно антиоксиданты, чтобы вот эти заболевания, которые у нас есть там в родове, не появились. И поэтому это очень нужное слово антиоксидант. Свободные радикалы тоже, которые они забирают хорошую клетку, друг к другу вот прилепляют, и получается больная клетка. Почему говорят? Свободные радикалы и рак стоят рядом с ними, да, тоже. Вот поэтому это онкозаболевания и тому подобное. Да? Поэтому очень хорошая профилактика. Хорошенечко почитайте, сами изучите, еще больше узнаете, для себя откроете. Ага, ну здесь в любом случае самообразование. Каждый услышит, когда прочитает что-то именно нужное для себя. Также таблетки бобов. Вот в Японии, да, лучевая болезнь была. Вот что меня очень удивляет, вот поездив по миру, да, что каждое государство заботится о своем народе. Да, допустим, в Японии просто уже вот 100 грамм обязательно вы должны съесть натокиназы. 100 грамм. Обязательно. Да, это броженные бобы, это слизь такая, когда бобы бродят, и слизь. Вот эта слизь называется натокиназы, да. И вот 100 грамм обязательно вот этой слизи нужно было. Они в виде еды, там, в салаты добавляли и так далее. И каждый день вот они должны съесть по 100 грамм. Для чего это опять? Сердечно-сосудистая система. Да? Как это? Опять релаксирует сосуды, очищает, смягчает. На школах, Светлана Николаевна, мы узнали, что очень хорошо убирает кальцинирование сосудов. Кальций выводит, да, витамин К, который вот есть, который выводит. И за счет этого не происходит инсульта, инфаркта. Да? Можно бесконечно рассказывать о нашей продукции, но я скажу попроще. У меня вот маме 84 года, я даю ей НАТО 2 штучки в день, и замечательно она кушает. И мне кажется, все-таки, да, также очень хорошо влияет и масло льняное, соснового пыльца. Но у нас память, по крайней мере, восстанавливается. Я чувствую, что и сердце хорошее. Вчера только приходил врач, мы делали анализы, и у нас, в принципе, все нормально, да. Я думаю, все-таки не забивать людей химией. Пожилые люди такие же, как дети на самом деле. Они еще, метаболизм точно такой же. Почему у них бывает запор у пожилых людей, да? Почему вот они такие капризные, ранимые, тоже превращаются в детей, да? Поэтому вместо того, чтобы каждый день тереть эту свеклу и капусту, да, лучше дать олигосахариды, да? Чтобы была память хорошая, можно давать масло льняное, пожалуйста. Просто взяли огурцы, помидоры, сделали салат, заправили, и вся семья кушает. И вы, получается, мамы уже позаботились о своих близких, да? Но когда мы делаем опыты в стакан обмазываем свиным салом, да, и водой заливаем этот стакан, крутим, и сало остается. Конечно же, куда оно идет? Да, это же сало. Это как, ну, наподобие холестерина. Представим себе, что стакан – это, получается, наши стенки сосудов. Но когда мы наливаем туда льняное масло и начинаем крутить, стенки стакана становятся чистыми. Как работает наша продукция? Это просто нереально, вообразить трудно, как хорошо, оказывается, работает. Да? Надежда Буслаева в Вилюське похудела, похорошела за счет льняного масла. Вроде бы мы когда только получили льняное масло, как это можно кушать жиры и худеть? Да, у нас было вообще непонимание, да? А как работает бамбуковый чай? Ну, мы все, наверное, видели на опытах, да?
как он мощно сорбирует, как он выводит. И еще, кстати, у кого проблемы с почками, да, вместо того, чтобы кушать тоже вот эти химически тяжелые препараты, да, они, получается, у них же нужно, чтобы жидкость выводилась, да, они пьют очень тяжелые тоже же, ведь опять же на почки же, которые ударяют лекарства, на печень, да. А чай бамбуковый, он очень прекрасно мочегонит. Женщины прекрасно сдуваются, и прекрасно выходит вся жидкость, кто хочет допустим похудеть. На 1,5 литра завариваем и пьем как бы целый день. Но как правильно все-таки, еще раз мы сегодня убедились в этом, благодаря Ере, твоим школам, да, что лучше заварить, вытащить, засушить и второй раз заварить. Видишь, Ира, сегодня ты нам открыла глаза. Мы сегодня узнали что-то новое. Да? Еще раз благодарим за школу. Я думаю, мы завтра встретимся. Завтра к нам придет очень интересный человек. Мы завтра узнаем еще больше что-то в отношении людей. Почему? Потому что у нас уже много, у нас очень много людей, которые беспокоятся за свое здоровье и действительно хотят кушать самое лучшее. Да? Еще раз говорю, что Китай ушел на 1000 лет вперед по медицине в любом случае. Поэтому я думаю, мы даже если интуитивно будем кушать эту продукцию, то мы все доживем до 118 лет. Потом будем искать таблетки, чтобы умереть, да? Нет, до 118 хочешь, чтобы жить дальше. Будем молодеть и молодеть. Ира, лишь бы не сказали бы, чтобы нам рожать надо 118 детей. А так-то жизнь-то